Гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков, поможет новый региональный фонд поддержки. О том, откуда будут идти средства, кто может претендовать на помощь и в каком виде она будет оказываться, мы узнаем у председателя правительства Якутии Владимира Солодова. Владимир Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Сколько сегодня насчитывается обманутых дольщиков в Якутии и каковы масштабы долгостроев? Проблема обманутых дольщиков – одна из наиболее волнующих наших граждан, и это понятно. Люди, которые вложили свои деньги, а в ответ не получили квартиры или стройка затянулась, всегда это вызывает огромное беспокойство и дискомфорт у людей. На сегодняшний день в официальном реестре дольщиков состоит 1041 человек. Но надо сразу пояснить, что ситуация у данных людей достаточно разная. С одной стороны, в нем есть люди, которые фактически уже получили квартиры, но просто дом не до конца оформлен. Это, например, по адресу улицы Короленко в городе Якутске такая ситуация. С другой стороны, ряд граждан, у которых строительство уже затянулось, но пока еще задержка не превысила 6 месяцев изначального даты ввода дома, они официально обманутыми дольщиками не признаны, однако у нас ситуация это вызывает не меньшее беспокойство, и мы такие дома держим на контроле. Примером может быть дом, строительством которым занимается компания «Строймонтаж-2002» по улице Кальвицы. Но в любом случае примерно от 1 до 1500 человек сейчас мы понимаем, что это либо уже граждане, пострадавшие от недобросовестных действий застройщика, либо люди, которые находятся в зоне риска и которым у нас в правительстве особое внимание. Работу с обманутыми дольщиками правительство ведет уже довольно давно. Как оцените проделанную работу и какая часть проблемных объектов уже находится на стадии решения или с какими уже удалось разобраться? Правительством Республики Саха-Якутия интенсивная плотная работа ведется с 2012 года, когда был принят республиканский закон. Я напомню, что он установил основные меры государственной поддержки, и за эти годы 1645 человек, граждан, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков, получили поддержку через наш республиканский бюджет от государства. Всего за это время было завершено благодаря поддержке 17 объектов. И хочу также отметить, что значительная часть граждан, которые пострадали от так называемых двойных продаж, получили социальные выплаты. Почти 400 человек таких граждан составили. Однако мы видим необходимость усиления работы в этой сфере. И именно поэтому сейчас объявлено на федеральном уровне о создании фонда поддержки, фонда защиты прав граждан, участников долевого строительства и создание региональных фондов. Как раз вчера мы уже официально инициировали создание такого фонда в Республике Саха-Якутия, одним из первых регионов страны, с тем, чтобы претендовать на федеральную поддержку в решении этой проблемы. Тем не менее, региональный фонд Якутии – это не единственный фонд в стране, он создается и в других регионах. Они будут работать по единой схеме или есть какие-то особенности? Совершенно верно. В целом по стране выдвигается подход, когда региональные фонды будут принципиально по одной и той же схеме работать. Суть ее заключается в том, что на принципах софинансирования, в нашем случае мы рассчитываем на софинансирование порядка 92% из федерального бюджета. Те объекты, которые официально признаются в реестре обманутых дольщиков, в реестре проблемных объектов, может формироваться фонд, из которого единообразно и будет выделяться средства поддержки. Сейчас напомню, что эти средства выделяются напрямую из регионального бюджета, либо в виде содействия тем строительным организациям или кооперативам жильцов, которые достраивают проблемные объекты, либо на выделение определенной помощи застройщику, который приходит на замену недобросовестного или оказавшегося в сложном финансовом положении, либо на социальные выплаты. Тогда вопрос финансирования. Из каких источников будет финансироваться именно фонд, если сейчас он финансируется только регионом? Схема, скорее всего, изменится? Я уже сказал, что принципиальное изменение схемы заключается в том, что будет достаточно серьезное софинансирование из федерального бюджета. Но я хочу напомнить, что в этом году, например, более 150 миллионов в республиканском бюджете предусмотрено на решение этой проблемы. Они пойдут, благодаря им, порядка 100 человек, которые сейчас находятся в реестре и признаны обманутыми дольщиками, смогут решить свои проблемы. А принципиальное изменение, что со следующего года те средства, которые из республиканского бюджета мы будем направлять на решение этой проблемы, пойдут через фонд и будут существенно усилены федеральным софинансированием.
А какими особенностями должен обладать обманутый дольщик, чтобы получить такой статус? И как составляется этот реестр? Ну, ситуация максимально упрощена, никаких специальных действий со стороны граждан для попадания в реестр, как это было раньше, не требуется. Федеральным оператором, Домом РФ, ведется реестр, любой гражданин может ознакомиться с ним на официальном портале «Наш Дом РФ», в котором все объекты, по которым задержка по вводу в эксплуатацию превышает 6 месяцев или которые признаны банкротами, ведется этот реестр, и все граждане, которые заключили договоры на приобретение квартир в этих домах, автоматически признаются обманутыми дольщиками и могут претендовать на получение поддержки по механизмам данного фонда. Какова сейчас ситуация с долгостроями? Финансовое положение застройщиков также интересно. И насколько меняется картина с введением эскроу-счетов? Ну, смотрите, тут ситуация связана с тем, что на самом деле возникновение этой проблемы связано с сложным финансовым положением застройщиков и с тем, что зачастую застройщик шел в последние годы на неоправданный риск, увеличивая степень закредитованности и привлекая средства граждан. Для того, чтобы блокировать эту ситуацию, государством принято решение о серьезном ужесточении требований к застройщикам, основным из которых является финансирование через так называемые эскроу-счета. Смысл этого механизма заключается в том, что деньги от граждан, которые приобретают квартиры, поступают не застройщику напрямую, а поступают на специальный счет. Вот он и называется эскроу-счетом. А уже банк перечисляет эти средства застройщику только после того, как дом будет введен в эксплуатацию. Это гарантирует права граждан, потому что они 100% не потеряют свои деньги и как минимум в самом плохом сценарии полностью вернут их обратно. Но он предъявляет этот механизм дополнительные требования к застройщику, поскольку по сути необходимо будет профинансировать строительство дома либо из собственных средств, либо из заемных средств, что, конечно, сужает круг возможных застройщиков и создает определенные сложности, с которыми мы сейчас работаем по сохранению темпов стройки и развития нашего строительного рынка. Еще хочу подчеркнуть, что те дома, которые уже строятся, на них в основном эти правила не будут распространены. Те дома, в которых уровень строительной готовности превышает 30%, на них эти правила не будут распространены, и они смогут, застройщики, завершить их строительство по старым требованиям. Новые требования, вступившие в силу с 1 июля, на них не будут распространены. Где сейчас граждане при выборе застройщика или дома, который строится, могут получить самую достоверную информацию об объектах строительства и о тех же самых застройщиках? У нас с 1 июля 2019 года запущена единая федеральная система жилищного строительства по адресу наш.дом.рф, зайдя на которую любой гражданин может по любому субъекту Российской Федерации получить официальный перечень проблемных объектов. Одновременно мы на портале Республики Саха-Якутия будем ту же самую информацию дублировать, но только с дополнительной расшифровкой. Мы будем приводить данные о том, в какие сроки планируется завершение проблемного объекта и какие действия мы со стороны республики предпринимаем для контроля за ходом этого строительства или для ускорения решения этих задач. Также мы будем публиковать реестр тех объектов, которые официально не вошли в реестр, но при этом вызывают у нас озабоченности, которые мы держим на контроле. Примером такого объекта является дом, который строится по улице Кальвица. Строительство ведет компания «Строймонтаж-2002». С прошлого года в результате сложного финансового положения компании строительство было приостановлено. В этом году запущено, снова строительство дома ведется, но мы очень внимательно смотрим за ходом строительства этого дома, помогаем компании сейчас, и она в ближайшие недели должна ввести 2 своих объекта, один в городе Мирный, другой тоже в городе Якутске, тем самым высвободив средства и ресурсы для завершения вот этого очень важного для наших граждан строительства, вызывающего большое беспокойство и большое волнение. Также я хочу сказать, что мы продолжим практику постоянного
постоянных контактов с организациями дольщиков. Я буквально на следующей неделе планирую личную встречу с основными ассоциациями, с привлечением общественности, правоохранительных органов, органов прокуратуры, которые вовлечены в этот процесс. Вчера мною даны поручения Минстрою Республики усилить информационную работу и обеспечить прозрачность той работы, которая на региональном уровне проводится, в дополнение к официальной федеральной системе, о которой я уже сказал. Тогда о сроках, но уже работы фонда. Когда фонд заработает и есть ли уже примерный план мероприятий и прогнозов? В соответствии с поручением главы республики Айсена Сергеевича Николаева, вчера мы уже направили заявку на регистрацию фонда в Минюст России. Далее мы должны пройти необходимые процедуры. Фонд создается в форме некоммерческой организации, и процедура носит такой достаточно регламентированный характер. В течение месяца фонд официально должен быть создан. Исходя из этого, в этом году, 2019, мы средства продолжим доводить по традиционным механизмам, чтобы не было задержек и проблем с доведением средств до граждан или до тех застройщиков, которые завершают строительство. А в следующем году уже фонд заработает в полную силу. Мы получим ясность по выделению средств из федерального бюджета, и все те средства, которые на бюджет 2020 года будут заложены по линии поддержки граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, пойдут уже через вновь созданную организацию. Тогда когда, на ваш взгляд, полностью будет решена проблема с обманутыми дольщиками? В принципе, сейчас проблема новых обманутых дольщиков практически решена. Потому что те механизмы, о которых я уже говорил, они предъявляют дополнительные требования к застройщикам, блокируют ситуацию необоснованного риска и создают достаточно серьезную защиту для граждан от новых проблем, от новых действий недобросовестных застройщиков. В то же время нам предстоит разобраться, с одной стороны, с теми проблемами, которые сложились до этого, которые были накоплены. Это вот как раз те примерно 1500 граждан, которые сейчас уже по факту пострадали, и наладить работу строительного рынка. Что касается накопленных проблем, мы исходим из того, что они все должны быть решены до 2022 года. Ритмично мы предполагаем каждый год выделять средства на решение этой проблемы для того, чтобы те граждане, которые необоснованно, которые благодаря недобросовестным действиям застройщиков не получили жилье, на которое рассчитывали, мы не оставили их один на один с этой проблемой. До 2022 года все они должны быть решены. В то же время существует ряд дополнительных вопросов, которые мы изучаем, смотрим, потому что ведь ряд объектов вводились без разрешения на строительство, и в таком случае граждане, которые получили жилье, но оно не соответствует техническим требованиям, не соответствует, не имеет разрешения на строительство, выданного в соответствующем порядке, не могут его оформить. И ряд других проблемных вопросов пограничных есть. Те граждане, которые по факту пострадали от действий застройщиков, но официально не признаны гражданами, не признаны дольщиками. Вот, с ними тоже отдельные вопросы, отдельная работа будет вестись по другим механизмам поддержки. Будем надеяться, что количество обманутых дольщиков с работой фонда станет меньше. Владимир Викторович, спасибо за беседу. А я напомню нашим телезрителям, что гостем студии сегодня был председатель правительства Якутии Владимир Солодов. И обсудили мы новый региональный фонд поддержки пострадавших от недобросовестных застройщиков. Вы смотрели актуальное интервью. С вами был Василий Радченко. Оставайтесь на телеканале Якутия 24.